Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Какую правду вам откроет песок? Именно сегодня, именно сейчас, когда вы открыли это видео. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Прежде чем я начну, всех вас, мои дорогие, хорошие, самые лучшие в мире, хочу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной и за ту невероятную и очень теплую поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, какую правду откроет вам песок именно сейчас, в этот самый момент? Высшие силы, дайте возможность ответить на все вопросы. И пошлите только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе. Здесь вас кто-то очень сильно любит. Любит, ну вот буквально, да, есть такое выражение «до слез». По-моему, в какой-то песне пелось, да, «Я люблю тебя до слез». Мужчина пел. Вот и вам какой-то мужчина эти песни поет. Прям, знаете, такая пришла информация, да, вот слезы, люблю до слез. Почему-то нельзя вам быть вместе, либо есть какая-то помеха на то, чтобы вы были вместе. Любовь-то есть, но нет реализации этой любви. Что-то произошло между вами, либо в принципе что-то такое произошло, как помеха очень серьезная. И человек у кого-то еще отыграется, даже в чувствах своих не может открыться, потому что нет доступа к вам. Может быть, вы там везде заблокировали, а может быть, человек в принципе не имел к вам доступа. Может быть, вы чья-то жена, да, и просто как тайный поклонник получается у нас. У кого-то еще может отыграться ситуация с бывшим мужчиной, который только лишь потеряв вас, понял, как сильно вас любил, как сильно в вас нуждается. И вернуться уже вы его не пустите. И вот страдает, да, бедолашка страдает, а как сильно он вас любит. Что вы должны знать об этой ситуации? Ну, прежде всего, здесь мужчина за вас молится. Хотите верьте, хотите нет, но он читает молитвы и обращается к Создателю с просьбой дать вам счастье, с просьбой защитить вас, уберечь, избавить от каких-то бед. Ну вот буквально человек ежедневно о вас молится. Молится, потому что не может быть рядом, потому что сам не может защитить, не может вас в открытую любить, но очень сильно переживает по поводу вас. И для него ваша сохранность, безопасность, здоровье, ну вот самое главное, ключевое, да, чтобы Господь помог, чтобы защитил, уберег, отвел беду. Вот такое мне идет. Здесь такой мощный поток любви в вашу сторону направлен. Вы даже его чувствовать можете. Чувствовать, знаете, как тепло приходит. Многие женщины могут путать это, например, с приливами, извините за такие пикантные подробности. Но вот вы чувствуете тепло, вам неожиданно становится тепло, кому-то жарко прям становится. Это любовь приходит. В эти моменты мужчина о вас молится. В эти моменты мужчина прям этот всплеск любви в вашу сторону направляет. А вы, я так понимаю, очень сильный эмпат, вы можете это улавливать. И знаете, у кого-то даже до курьеза может доходить. Вы такие моменты тепла можете воспринимать действительно как приливы, либо что вам плохо, вы перегрелись, либо у вас, может, температура поднялась. На самом деле это любовь. Любовь этого мужчины к вам. Он так сильно любит и прям ежедневно молится. У кого-то отыграется, что и несколько раз ко дню молится. Так сильно за вас переживает. И вот мне еще идет, что вы не вместе. И более того, у кого-то отыграется, что в принципе нет доступа к вам. То есть мужчина даже не знает, где вы находитесь, как вы живете, с кем вы живете. Вообще ничего о вас не знает. Но любовь у него действительно правдивая, настоящая, честная. Любовь, которую он в себе вот ежесекундно вырабатывает по отношению к вам. И он ее на вас направляет. Я не могу быть с ней,
но пусть сила моей любви ее защищает, пусть сила моей любви ее оберегает. Что между вами произошло, не могу сказать. Вы все разные, отсыпка общая, но вы явно не вместе, и вы даже не догадываетесь о том, что этот мужчина вас так сильно любит. И уж тем более, что он за вас вот постоянно молится. Так, дальше идем. Вот здесь правда касается ваших недоброжелателей. Вам кажется, что они сильные, что они вас победят, что вам нечем противостоять, что у вас там силы заканчиваются, что на вас там, может, что-то насылают, направляют, делают. На самом деле ваши недоброжелатели, они вас очень боятся, испытывают перед вами просто вот животный страх. Сейчас объясню почему. Вы правы в том, что на вас были атаки, воздействия, у кого-то магические, у кого-то психологические, у кого-то эмоциональные, у кого-то могли подговаривать против вас, там грязью могли вас обливать. Но вас ничего не берет. Вот прям магия на вас не ложится. Если кого-то подговорили против вас, там человек раз и передумал, да, и еще и наругал этих людей. А если попытались там как-то продавить вас, ничего не вышло, вы не испугались, да, вы стоите на своем. И вот враги ваши, недоброжелатели, не просто трясутся и думают: Господи, да кто она такая? Ее ничего не берет. Что это такое? С чем мы имеем дело? Да? Ах, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем. От этого нам страшно, от этого нам не по себе, от этого мы спать не можем, есть не можем. Ходим и трясемся, как липки. Вот так вот, мои хорошие. А вы-то думали: нет, вы гораздо сильнее, чем ваши враги. Тем более, знаете, вот как их несколько, у кого-то двое, у кого-то трое, может даже больше у кого-то, но вы сильнее одна. Вы одна, либо один сильнее, чем они все вместе взятые. Вот в чем парадокс. Они вас боятся. Они вас боятся. И вот вижу, что у них руки прямо опускаются от страха, скованность идет по всему телу. Вот вас ничего не берет. Тут, скорее всего, да, заказывали на вас воздействие, причем, возможно, очень сильное воздействие, возможно, даже у очень крутых специалистов, а вас действительно ничего не берет. Вот и все. Теперь боятся, ходят и оглядываются. Очень страшно. Невыносимо страшно. Это такой стресс. Тут, знаете, впору пожалеть, да, но мы не будем их жалеть, потому что если бы они были нормальными людьми, они бы не стали на вас какие-то действия, воздействия оказывать, да? Жили бы тихо, мирно, никто бы никому не мешал, и все было бы спокойно. Ну вот боятся, трясутся. Особенно какая-то женщина трясется, у нее прям тряска идет, постоянная тряска. Кстати, вы ее можете узнать по тремору в руках. Тремор, у нее очень сильный тремор в руках. Как бы она себя там не контролировала, это все время происходит. И опять же, тремор усиливается, когда вы рядом, когда вы близко. Возможно, даже эта женщина с вами в какой-то связи находится. Родственная связь, дружеская связь. На работе, может быть, там, начальница, коллега. Руки трясутся, особенно когда вы рядом. Она даже может шутить и говорить: ой, у меня руки трясутся, ой, у меня нервно. На самом деле нет, это страх. Страх, что вы узнаете, что она вам вредит. Страх, что вы начнете мстить. Да? Вот такой страх бумеранга, да? Возмездие. Дальше, мои хорошие, вот здесь показано перо. Перо, которое буквально вот с вашей стороны показано. Перо, которое буквально уходит на линию судьбы. Что-то у вас получится легко и просто, комфортно и быстро. Как-то вот минимум вложений, но максимум результата. Перо очень большое, и оно уже есть. Может быть, вы сейчас переживаете по поводу какой-то ситуации, какого-то дела, какого-то решения, действия. Зря вы переживаете, здесь уже перо есть. Перо, которое всю как боль, напряжение, страхи, тяжесть, все это убирает и снимает. Что-то вам очень легко дастся, либо у вас очень легко что-то получится. Так легко, как у других не получалось. Не надо переживать, просто нужно брать и делать. Не нужно себя лишний раз напрягать дурными мыслями. Просто берите и делайте. Перо очень большое, и оно явно вам поможет. Что-то легко, да? Легко, быстро, комфортно у вас получится.
Дальше очень большая птица буквально подлетает. Скоро очень важные новости придут. Новости, которые вас успокоят, которые принесут на крыльях, вот как надежду, да? Птица несет на крыльях надежду. Надежду на что-то очень позитивное, хорошее и то, что кажется невозможным, недоступным. Птица уже летит. Как долго она будет лететь, я не могу сказать. Вы все разные. Кому-то будет лететь пару минут, кому-то пару дней, кому-то пару месяцев. Но она точно прилетит. Это добрый вестник, вестник надежды. Даже не просто надежды. Это уже как факт, да, что что-то хорошее происходит, либо гарантированно произойдет. Очень большая птица, и она летит в вашу сторону. Дальше. А у кого-то дети очень сильно за вас переживают. Дети, возможно, взрослые, ну, либо подростки. Вам кажется, что у вас нет взаимопонимания. Вам кажется, что вот дети выросли, живут своей жизнью, да, либо стремятся к тому, чтобы жить своей жизнью. На самом деле дети, либо ребенок вас очень любят и очень сильно за вас переживает. Мышление у ребенка как уже у взрослого человека. Тут, знаете, скорее ваши неправильные отношения. Вы смотрите на ребенка, и для вас это все равно малыш. Да, сколько бы ребенку не было лет, для папы и для мамы это всегда будет малыш. Он в вашей памяти сохранился как малыш. На самом деле дети растут, развиваются. Тем более каждое новое поколение, оно ведь опережает предыдущее. То есть, ну, это прозвучит грубо, наверное, но наши дети, они умнее, чем мы. Вот. Может быть, из-за этого у вас конфликты, либо недопонимание, но ваши дети вас очень любят и очень вами дорожат. Вы для своих детей не только там, мама либо папа, но и образец, но и авторитет, и самый важный и главный человек в жизни. Не всегда люди близкие друг другу это могут сказать. А зачастую все ровно наоборот происходит, там, конфликты поколений и прочее, прочее. Но с другой стороны, если вот по факту разобраться, ваши дети, либо ваш ребенок вас очень любит и очень за вас переживает. И очень тяжело переживает те конфликты, которые между вами возникают. Опять же, делайте скидку на подростковый возраст, делайте скидку на юношеский максимализм, на то, что гормоны гуляют, да, вот это весь пубертатный этот период. Возможно, ребенок вам хочет сказать, как сильно он вас любит и как сильно в вас нуждается, но при этом из-за вот этого всплеска гормонов совершенно другие слова вылетают, да, которые вот обидными кажутся. Надо искать общий язык, и вы должны понимать, что ребенок умный, взрослый, не по годам взрослый, и уже это не тот малыш, который остался в вашей памяти. Да? Вырос, ребенок вырос, но к вам очень хорошо относится и вас очень сильно любит. И не менее вас переживают те конфликты, которые между вами есть. Еще вот по поводу чьего-то сына хочу сказать. Сын, вот чей-то сын, и очень тяжелая жизненная ситуация у этого сына. Это не судьба виновата, здесь нет какой-то кармы, здесь нет каких-то ошибочных шагов, поступков. Да? Здесь очень похоже на месть какой-то девушки. Как девушка отомстила вашему сыну. Может быть, он ее не выбрал, может быть, он ее не захотел, с ней не захотел. И вот она ему какую-то месть делала. На нем ее рука, как след от ее руки. Может быть, он у вас там неправильной дорожкой пошел, пьет, что похуже делает. Здесь очень похоже на приворот. Причем приворот, скорее всего, на кровь был сделан. Извините, упущу подробности. Но кто в курсе, тот в курсе. Кто понимает, тот понимает. Вот. Ваш сын, он не пропащий, он просто под действиями приворота. Приворот — это страшное дело, которое людей разума лишает. Приворот надо снимать с него. Возможно, даже приворот как-то неудачно лег, либо там переборщили, да, с дозировкой приворота, и не своей жизнью живет парень. Прям жалко, понимаете? Пропадает человек, пропадает из-за какой-то глупой девушки, которая решила вот таким способом его к себе привязать. Она ведь не привязала, абсолютно не привязала. Она просто превратила сына в
в какое-то страшное существо, которое непонятно как живет и непонятно к чему идет. Надо именно приворот снимать. Я не люблю такие темы на общих гаданиях поднимать, но раз информация вышла, я должна вас об этом предупредить, уведомить. То есть, может быть, вы зря на сына обижаетесь, зря считаете его пропащим, просто надо снять с него этот приворот. Да? И тогда у него как жизнь наладится, он правильным путем пойдет, своим путем пойдет. Ну и предупредить, наверное, надо обязательно, что девушки разные бывают. Бывают честные, бывают не очень. Да, что вот могут накормить, напоить от всей души. И потом человек с ума сходит и в пропасть катится. Плохой знак. Но вы либо чувствовали, либо вам кто-то еще говорил. Материнское сердце могло подсказывать, да, что не просто так он таким стал. Да, был хороший мальчик, а тут на тебе, да, в один момент прям медным тазом накрыло. Но мне идет именно приворот. Скорее всего, да, это кровь, потому что такой силой только кровь обладает. Так, еще, мои хорошие. Вижу, что вы очень переживаете. У вас есть мечта, у вас есть желание. Вот она, звездочка, видите, красивая. Но до нее не дотянуться. Не дотянуться. И что бы вы ни предпринимали, не получается эту звездочку сорвать, да, не получается исполнить свою мечту, исполнить свое желание. И вы, конечно же, обижаетесь на высшие силы, на судьбу, на жизнь, на несправедливость, да, что вот как так? Я так сильно хочу, я так много над этим работала. Я рук не покладала, ну как так, почему не дают? И вроде уже близко, но дотянуться не получается. Да? Вот кажется, что вы руку тянете, а она как отстраняется, эта звезда. Смотрите, здесь четко показано, что ваше желание 100% исполнится, но исполнится оно не одно, а как будто бы в паре с другим желанием исполняется. Возможно, у кого-то еще время не пришло для того, чтобы желание исполнилось, как нет подходящих условий, да? Либо вы не готовы к тому, чтобы желание исполнилось. А может быть, действительно должна быть вот такая двойная комбинация, как два желания в одном исполняются. Просто подождите, не надо вот этого разочарования, не надо этого синдрома отмены. Ваше от вас не уйдет. Видите, даже вправо смотрит эта звездочка, она уже 100% ваша, но она вместе с другим желанием должна исполниться. Не гневите небеса, просто дождитесь, пока желание ваше исполнится. Дальше, мои хорошие. Здесь мне показывают женщину, которая стоит буквально на пороге, в дверях новой жизни. Вы на себе почему-то крестик поставили, как запретили себе жить, запретили любить, запретили, не знаю, путешествовать, да, как-то реализовываться. Вы сами себе говорите, что уже все, мое время прошло, ничего меня хорошего не ждет, и я уже ни на что не надеюсь. Вы очень сильно неправы, очень сильно неправы. У вас жизнь, вот только лишь начинается. Вы стоите на пороге у двери новой жизни. И эта дверь потихонечку вам открывается. Понимаете? Потихонечку. Здесь как вторая молодость, вторая жизнь, как до и после, как лучшая жизнь, да? Жизнь, которой вы еще не жили. И она у вас впереди. Вас много удивления ждет, какие-то даже чудеса, да, на ваш взгляд, это будут чудеса, чудесные события. Еще показано, что к вам кто-то вернется, либо сама судьба вам кого-то вернет. Не буду говорить любовь, дружба, родственники, но вот кого-то вам вернут. Этот человек должен быть с вами рядом, и этот человек вместе с вами должен пойти в эту новую жизнь. Мне вот идет энергетика женщины, но вот возраст, да, среднего возраста, как бальзаковский возраст, да, почему-то в наших широтах реалиях люди очень быстро стараются жить. То есть там ребенка до 20 родить, там 25 ты уже старородящая, там, как можно быстрее выйти замуж, как можно быстрее там стать бабушкой либо дедушкой. Но это как бы не совсем правильно. Тем более сейчас люди, они как молодеют. Да, продолжительность жизни людей, она увеличивается. И люди молодеют. Сейчас говорят, 35 — это типа молодость, а 55 — это вторая молодость.
Понимаете, вот мне идет именно для таких мужчин и женщин информация. Вот прям крест на себе поставили и считаете, что вас уже ничего не ждет. Но вы буквально вот на пороге новой жизни стоите. И дверь очень медленно, но уверенно для вас открывается. Да? Еще поживете, еще порадуетесь. Такой жизни вы точно еще не жили. Вот чудеса. Для вас как будто бы это дверь в страну чудес. Да? Вот как чудеса, необычные события, необычные ситуации, возможности. Да? Вот это все вас еще впереди ждет. Еще мне идет, что какая-то вуаль на вас. Может быть, да, вы не сами себе это решили, может быть, это вуаль. Может быть, вас кто-то убедил в том, что вы уже как бы все, как списанный летчик, да, отлетались. А может быть, это какая-то мора, да, вот кто-то с вас энергию тянет, и у вас прям сил не остается, вы ничего не хотите, и вы такая, ну все, это уже конец, да, ничего хорошего не будет. Эта вуаль, она уйдет, она спадет с вас. Вы по-другому посмотрите и на себя, и на жизнь, и на то, что происходит с вами. Я же говорю, как чудеса. Мне идут какие-то чудеса. Так, еще правда про мешок, который вы на себе несете. Большой тяжелый мешок. Что в этом мешке? Ваше ли это? Ну, вы считаете, наверное, что ваше, раз несете. Как будто бы чужими жизнями живете. Чужими, вернее, не жизнями, а проблемами, да? Все за всех решаете, все зависят от вас. Всех на себя погрузили и, значит, идете, надрываетесь. Чем быстрее вы поймете, что так нельзя, чем быстрее вы избавитесь от этого мешка, тем лучше и комфортнее вы себя будете чувствовать. Тем полноценнее станет ваша жизнь. Слишком много на себя, ну, как навалили, взвалили. Нельзя, надолго так не хватит вас. А вот здесь у вас в руках огромный факел. Просто вот гигантский факел, ярко светит. А вы почему-то еще на коленях стоите перед этим факелом. Какой-то момент прорыва, достижения. Момент вот до слез вас тронет. Смотрите, очень долго вас кто-то преследовал, либо очень долго вы страдали от зависти, от сглазов, от нечестных конкурентов, от плохих людей, которые вас просто вот так в кольцо взяли. Но вот этот факел, он вам поможет вырваться на запредельную высоту, добраться туда, куда другим путь заказан. Вот другие не смогут. Но, скорее всего, это для тех, кто работает, кто карьеру строит, либо свой бизнес ведет. А оторваться раз и навсегда. Больше вам не будут завидовать, потому что это, ну, глупо. Да? Нельзя завидовать тому, кто намного круче, чем ты, да? Кто там покорил Олимп. Ну как можно ему завидовать, если ты даже не попробовал на эту гору взобраться? Те, кто вам завидовал, они с уважением будут на вас смотреть, с почетом, с уважением, с тактом, с расстановкой. И я вижу, что вы для этих людей, которые вот конкуренты сейчас, вы как станете учителем, наставником, они вам верить будут слушать каждое ваше слово. Может, вы действительно вот прям прорыв совершите, и потом там курсы какие-то свои организуете. И вот те, кто вам завидовал, те, кто с вами конкурировал, они же первые придут, чтобы учитель их научил, да, чтобы вы их научили. Опять же, тут отчасти вам это и по судьбе. Это было прописано в вашей книге судьбы. И также это плод ваших трудов. Когда вы не сдавались, когда вы прорывались, когда вы, несмотря ни на что, шли только лишь вперед. Вот этот факел очень ярко и очень долго будет гореть. И уважение. Идет именно сплошное уважение. Вы ценны как наставник, как учитель. И никому в голову не придет с вами конкурировать, уж тем более вам завидовать. Нет, такого больше не будет. Не будет и точка. Еще в самом венце у вас какой-то источник появится. Источник, который, он неиссякаемый, да, источник. Мне больше идет, что как в доме, в семье. Может быть, благодаря вам, но для всех, да, давайте так скажем. Источник может быть какой-то положительной энергии, исцеляющей, спасающей.
от бед закрывающий. Также источник, например, финансовый, да, деньги начнут идти, и этот источник, он никогда не иссякнет. То есть и вам, и вашим детям, и вашим внукам, и вашим правнукам, и праправнукам, и так дальше по поколениям. Может быть, это какой-то как талисман, оберег, который будет защищать всех родственников, всю кровь. Может быть, это какой-то бизнес, либо какая-то работа, как семейная, да, семейная, что будет передаваться из поколения в поколение. Но этот источник, он шикарный, и он у вас слева. То есть вы не думаете об этом, вы этого не ждете, возможно, вы в это и не верите, но именно это с вами и произойдет. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.